методические рекомендации, и они по учету выбросов парниковых газов, и главное, по страновой отчетности. Потому что вот такая текучка, о которой вы говорите, она же не только в структурах министерств, и у нас то же самое происходит везде на самом деле, но и в том числе среди экспертов, которые отвечают за страновую отчетность. Они тоже довольно часто меняются, а где-то порой не хватает квалификации. Вот. И эта книга, она была подготовлена в рамках проекта комиссии ООН по экономической и социальной поддержке стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ЭСКАПа или ЭСКАП, наверняка слышали о ней. Вот. И в рамках этой программы было решено разработать некий сайт, на котором разместить вот такие вот рекомендации. Обратились к нам, потому что наш институт, он отвечает в России за подготовку национального кадастра и национальную отчетность по парниковым газам. И у нас есть сотрудники, которые и сейчас, я вот член второй рабочей группы 6-го оценочного доклада Росгидромета, а есть, которые входят в 3-ю рабочую группу по митигации, а также есть, которые входят в 4-й таскфорс, и которые в том числе являются и разработчиками руководящих документов МГЭК. Также им приходится периодически выезжать в другие страны, проводить аудит их отчетности, то есть опыт достаточно большой. И вот собрать этих людей и подготовить методические рекомендации, в первую очередь для стран Центральной Азии. И решили, что нужно подготовить на русском языке, так как это будет доступно. Поэтому пригласили нас. Но по ходу дела, когда наши доноры начали смотреть на то, что получается, они решили, что обязательно это нужно переводить и на английский тоже, и делать доступными для развивающихся стран по всему миру. Потому что им понравилось, как этот материал организован. Поэтому вот эти вот книжки, у меня сейчас под рукой только английский вариант, я его показываю, но на самом деле большая часть тиража, она на русском языке. Они уже есть в электронном виде на сайте ЭСКАПа и нашего института. Сейчас мы получили некоторое количество из издательства, и мы тоже обсудили как раз с нашими донорами, мы сказали, а давайте мы их отправим в Центральную Азию, просто это же для стран Центральной Азии делается. Поэтому куда-то мы отправляем напрямую, вот как, например, в БИО, а кому-то мы отправляем через КОРРЕК. В мае, может быть, кто-то из ваших коллег присутствовал. Мы делали семинар, как раз КОРРЕК выступал в качестве организатора, и там наши авторы вот этой книги делали обзор, показывали по секторам, что в этой книге содержится и как с этим работать. И давайте я тоже расскажу. В общем-то, структура, она соответствует основным разделам отчетности, то есть все те же самые сектора. Промышленность, энергетика, отходы, сельское хозяйство и дизель мы разделили в ЛУСЕ отдельно, потому что в каких-то странах это один и тот же человек, или одни и те же люди, а в каких-то странах отдельно занимается. Кто-то сельским хозяйством, кто-то там лесной отраслью или изменением землепольства. Вот. И по каждому из них, значит, есть что? Есть общее краткое описание этого сектора, есть описание требований, которые к отчетности, на что опираться, какие основные формулы, какие руководства, в общем, куда смотреть, где искать информацию, как по этому отчитывать. Если есть, вы, наверное, знаете, что есть обновление 2019 года, которые пока еще не утверждены. Вот, там дальше, если есть ссылка, то идет ссылка на них, если нет, значит нет. Дальше такие пункты, как, например, советы от проверяющих, да, или наиболее частые трудности и ошибки, которые возникают при работе именно по этому сектору. И так фактически по каждой категории в рамках сектора. Вы увидите. То есть вот они сгруппированы, и там дальше это идет достаточно глубоко вниз. Кроме того, в начале книги есть такие разделы, как общие принципы подготовки отчетности и руководящие принципы МГЭК, на чем они построены. То есть что фактически хотят от стран. Причем это расписано очень подробно в связи с тем, что тенденция в рамках Парижского соглашения такая, чтобы все страны выровнять их отчетность. И получается, если раньше у стран Центральной Азии, кроме Казахстана, который подключен к Киотскому протоколу, отчетность была намного проще, чем у стран приложения 1, сейчас она будет усложняться и будет идти вот в сторону стандартов.
по которым шли вот до этого только развитые страны с приложением 1. Вот. В свое время мои коллеги, они как раз проходили этот этап в России, когда отчетность России приходилось перестраивать под эти новые стандарты, новые требования, поэтому они постарались все вложить в эту книгу. Ну и последний раздел здесь, вот он собран, здесь не случайно там, если посмотреть внутри под заголовок, там написано, что это с учетом Парижского соглашения. То есть собрали вот до Глазго все рекомендации, которые были, то, что обсуждалось, то, что проговаривалось, то есть как будет строиться новая отчетность по парниковым газам. И все рекомендации вот сюда вот уже включены. Конечно, окончательно они пока еще не утверждены, но вот то, что удалось собрать, это мы собрали. Вот. Поэтому сейчас вот у нас есть такая возможность, благодаря поддержке Эската, переправить часть вот этого тиража, разослать в страну. Поэтому вот мы вам их отправим. А через некоторое время у нас на сайте заработает, сейчас он пока что остановлен, там финальная доработка идет. Сайт интерактивный, который вот он совпадает с разделами этой книги. И здесь вот вы увидите, очень много внутри будет ссылок. Вот здесь вот они выделены синим. Да, в общем, какая глава руководящих документов в ГЭИ к этому соответствует. Вот здесь оно просто написано. А когда это будет готово на нашем сайте, здесь, то можно будет просто нажать, и вы попадете в нужную главу. В зависимости от того, вы пользуетесь русской версией или английской, вы попадете либо в русскую, либо в английскую. То есть прямо вот напрямую. Это, в общем-то, и была мысль изначально разработать такой хендбук, методичку, вот, чтобы она была доступна и в электронном виде, то есть будет доступна в виде PDF, но будет доступна и вот в таком вот виде электронной версии. Вот. И, насколько я знаю, Эската на эту свою работу не заканчивает, и они ищут другие возможности поддержки стран Центральной Азии, в том числе. Вот. И они собирают информацию, и на основе вот того, что им присылают страны, они подают заявки на новый проект у себя внутри. То есть, если какая-то вот помощь реально нужна в этой области, причем это может быть NDC, это может быть национальный план адаптации, это может быть страновой отчет ООН, да, то можно написать Эската и дальше посмотреть, если у них есть возможность, они могут это поддержать. То есть они дальше уже будут продаваться. Вот такие вот издания, подготовка вот этой книги, это целевым образом выделило деньги вот по такому запросу Эската Российской Федерации. То есть вот так вот, видите, вот оно все совместно сложилось и срослось. Вот. Готова ответить на вопросы, если есть.